Добрый вечер, в эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для Крыма, Украины и всего человечества темы и разговариваем с наиболее компетентными людьми. Сегодня я особенно рад, что у меня такой собеседник, я даже пока не назову его имя. Хочу о нем рассказать в двух буквально словах. Этот человек, которого, с аналитики которого я начинаю почти каждый свой день, когда собираюсь на работу и так далее. Но то же самое делают и многие мои очень хорошие друзья и знакомые в Украине. И один из них, человек, которого знает вся наша страна, Лесь Подеревянский, наш митець, сказал мне, когда узнал, что сегодня этот человек у нас будет в прямом эфире, он сказал, что, даже дословно процитирую, все болтуны, болтуны, я так скажу, все болтуны, а он мудр, аки змей. Речь идет о Юрии Швеце. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Айдар, и в вашем лице приветствую всех ваших зрителей, слушателей. Спасибо большое. Спасибо, вы так высоко поставили планку, что я заволновался, справлюсь ли, буду стараться. Нет, это просто констатация факта. Действительно, у вас аналитика содержательная, в ней есть, знаете, чего не хватает вообще украинской аналитики, мировой аналитики в целом, причинно-следственных связей. Как-то с этим плохо все. Да. А у вас эти связи присутствуют, поэтому ты не то, что веришь человеку на слово, как там по пастору или кому-то, да, ты просто понимаешь, что у человека логика есть в его рассуждениях, и совершенно просто из-за этого начинаешь уважать, смотреть, слушать дальше и так далее, и так далее. Но, конечно, момент, когда мы с вами разговариваем, в этот момент как раз Лавров летит к Блинкену в Женеву. На полпути сейчас самолет, русского, как его назвать, Геббельса, или как его там, Риббентропа. А мы в это время, пока мир на паузе все равно стоит в любом случае, обсудим то, что сейчас происходит, то, что будет происходить. И начнем, наверное, с конца, как это принято на новостных каналах. Так что вы, Юрий, ждете от встречи Блинкена с Лавровым в Женеве? Я смотрю на это реалистично, по мере сил. Лавров, вообще МИД Российской Федерации в последние годы, они не занимаются внешней политикой. Это как придаток к администрации Кремля, это пропагандистское учреждение. Они ужасно низко пали по сравнению с тем, каким был МИД Советского Союза 80-е, 70-е годы. То есть Лавров едет туда, чтобы выслушать, что ему скажет Блинкен. А потом он вернется в Москву и доложит это Путину. И что там будет думать Путин по этому поводу, что он будет решать в России, по-моему, не знает. Но я не скажу, что никто, но если знает там пару-тройку людей из ближайшего окружения Путина, это и все. То есть Лавров, он не является сейчас в полном смысле министром иностранных дел России. И каких-то особых ходов от него я не жду. Что касается Тони Блинкена, то он подтвердит твердую позицию Соединенных Штатов в отношении территориальной целостности и суверенитета Украины. Он подтвердит, что любое вторжение России, будь то даже рота или взвод российских военнослужащих регулярной армии, это будет считаться агрессией, которая повлечет за собой то, что они сейчас называют санкциями из ада. Это действительно сильнейшие санкции. Последнее упомянул Байден вчера. Это фактически отключение России от западной финансовой системы, в частности долларовой системы. Это последнее. Он услышит от Лаврова. Вряд ли там какие-то будут сильные месседжи, но американцам нужно подготовиться к 24 числу. 24 января у них дата, когда они должны завершить формирование этого пакета санкций в деталях, чтобы быть уверенным, чтобы все на одной, как говорят американцы, на одной странице, все
одинаково понимают позицию. Вот. Ну и все, тогда 24-го будет готов западный пакет с тех мер, которые они предпримут против Российской Федерации в случае вторжения. Ну вот и все. Я считаю, что Тони Блинкен, он очень подходящая фигура для беседы с Лавровым, потому что Лавров, ну опять-таки, понимаете, вот люди на глазах деградируют. Вот эти же люди, допустим, Лавров, Рябков, они начинали свою дипломатическую карьеру, когда я начинал свою, тоже в Соединенных Штатах Америки, в одно и то же время. Это были нормальные люди, нормальные дипломаты. На последнее время они вот работают под гопников. Какой начальник, такие подчиненные. То есть охамели они здорово в последнее время. Но я думаю, что Тони Блинкен это не тот человек, с которым это прокатит. Так что ожидаю встречу деловую, непродолжительную, последний обмен мнениями, а там дальше посмотрим, что решит Путин. А Путин решит, вероятно, все это после визита в Пекин, который где-то должен начаться до открытия Олимпийских игр. Они открываются 4 февраля. Вот. И Путин должен туда поехать и поблагословить, как крестоносцы в свое время перед крестовым походом просили благословения у папы. Вот сейчас он поедет к папе Си попросить благословения и спросить, что он может делать, а что нельзя. То есть, по большому счету, все будет решаться в Пекине китайцами. Вот так я вижу эту встречу. Я полностью с вами согласен. Я один раз в жизни видел Лаврова живьем, когда он еще, как говорится, был при памяти. Не так, как вы, вот, что вы помните совсем там те еще времена. И это был человек абсолютно европейских манер, шутил, пил хорошие виски. Все это было так красиво. А потом, спустя вот уже после оккупации Крыма, году в 15-м, мне шведский дипломат, мой товарищ, рассказал, что от русских дипломатов даже на фуршетах люди прячутся, отходят в сторонку, потому что они могут наступить на ногу и выдохнуть дым в лицо, например. И сказать, мы русские, мы крутые. Ну, то есть вот это началось сумасшествие вот на уровне физиологическом каком-то просто, да? Да, совершенно верно. Да. А вы знаете, откуда это идет? Я вот как-то приметил. Есть хороший фильм советский «Рома. Обыкновенный фашизм». Угу. Многие видели наверняка этот фильм. Ну да. И там показана интересная вещь, как окружающие люди мимикрируют под фюрера. Вот фотографии Гитлера со своими соратниками. На заре, так сказать, политической карьеры Гитлера. Он же держал всегда руки скрещенными на причинном месте. И вот фотографии, он соратники, у него руки скрещены на причинном месте, а те стоят как угодно, каждый по-разному. Но потом, по мере того, как Гитлер становился фюрером и так далее, все больше и больше на фотографиях людей появлялись в той же самой позе. И потом, когда он уже в полной мере стал фюрером, все стоят, все, значит, скрещенные руки на причинном месте. Так и эти. Это мимикрия под фюрера, под главного гопника страны. Вот возьмите эту, Захарову, представитель официальный МИД. Но это же привоз, это же одесский привоз. Я вот ярко ее представляю. Одесский привоз намного культурнее. Я там был. Нет, конечно. В таком виде на привоз не пускают все-таки. То есть они как один просто. Согласен. Да, я напомню, что у нас же прямой эфир, и зрители со всего мира нас смотрят на всех континентах, как мы знаем, но в первую очередь, конечно, в Крыму, на оккупированных территориях. Есть и Вайбер, есть и прямой телефон, и Вайбер на том же номере, есть скайп. Если у вас есть содержательные и соответствующие уровню собеседника вопросы, то звоните и задавайте их. Я продолжу. Очень странная фраза прозвучала из уст господина Пескова. Значит, введение санкций против российских банков может спровоцировать начало гражданской войны в Украине. И это дело
прокомментировал бывший министр иностранных дел, который был буквально вот позавчера у меня тут же в эфире. Значит, Павел Климкин сказал, Кремль еще не раскрыв свои настоящие намерения, еще раз раскрыл свои настоящие намерения, просто с украинского перевожу сразу. Советник Путина, речник Путина, спикер Путина Песков говорит про гражданскую войну в Украине, как будто в ответ на американские санкции. Сам этот сценарий является мечтой Кремля, а не полномасштабное вторжение. Во-первых, блицкриг против Украины невозможен и будет стоить России сумасшедших утрат. Значит, полномасштабное вторжение станет для российского режима самоубийственным. А вот дестабилизация, провокация видимости гражданского конфликта, это и есть основной сценарий. Ближайшие 2-3 года будут для нас в этом смысле самыми тяжелыми. Цена этих лет сохранения Украины и украинской субъектности. Вот так он проанонсировал собственную статью, которую разместил сегодня в Facebook. Ваше мнение совпадает с мнением Климкина или нет? Да, в принципе, совпадает. Я считаю, что пока у Путина есть надежда, вернее, он может работать на двух фронтах. Первый фронт – это внешний, вот концентрация войск и так далее. А второй, внутренний, это война, так сказать, расшатывания, попытка развала Украины изнутри через пятую колонну, через свою агентуру и так далее. Причем для него предпочтительнее именно второй фронт. Изнутри. Почему? Потому что Путин вышел из пятого. Это иллюзия и миф. Одна из дезинформаций Путина и Кремля, что он работал в разведке. Его туда не взяли по причине профессиональной непригодности. А он вышел из пятого управления, то есть то управление, которое занималось вербовкой внутри страны, там студенты, интеллигенция, научно-технические работники и так далее. Вот. И там самое главное было, там-то риска никакого не было. Они вербовали советских граждан, которые, когда к ним приходил сотрудник, вызывал их сотрудник КГБ и показывал корочку, многие просто замирали от страха. И главное там задача была вот опера из пятого управления не проколоться, чтобы, не дай бог, не взять нигде на себя ответственность. То есть если Путин принимает решение, сейчас уже понятно, вот так он сумел долго не брать на себя ответственность за Крым, за Ордло, но сейчас его уже, так сказать, высветили из всех сторон. Если сейчас будет вторжение, то он лично несет полную ответственность. Это последнее, что ему надо. Он никогда в жизни не брал на себя ответственность ни за что серьезное. Обратите внимание. Как только что случалось в России, жареным запахло, он сразу под корягу, и там 3-4 дня он лежит, не дышит, пока все как-то так не рассосется, потом он появляется. И так. Вот. Поэтому в этой ситуации, конечно, он попытается, да он давно пытается, он, что скрывать, со времен Советского Союза и после развала Советского Союза масса агентуры КГБ осталась в Украине, все их агентурные дела в Москве. Поэтому они пытаются расшатать все изнутри, пока у них есть эта надежда расшатать изнутри, пока я считаю, что никакой агрессии внешней не будет. Так что я согласен с министром. А что касается санкций, я думаю, что после вчерашнего, то есть впервые Байден, до этого ходили слухи, что одна из самых диких мер, которые могут предпринять американцы, это отключение России не то что от СВИФТа, а вообще от долларовой финансовой системы. Да, от долларовой финансовой системы. Это фактически от мировой финансовой системы. Вот. То есть там все рухнет. Кстати, я вот наблюдал одно из последних видео, я анализ сделал во вторник. События на московской бирже фондовой, они показали, чем может обернуться России вот эта авантюра против Украины. Потому что вроде еще агрессия не началась, никаких активных действий. В основном только риторика громкая, и в основном риторика со стороны Кремля и кремлевских, их средств массовой информации, официальных лиц. Западные люди, они не нагнетают напряженность. Так вот, эта риторика привела к тому, что только открылись после новогодних праздников торги на московской бирже, и она рухнула за один день. Во вторник
был фактически превращен в пыль. Весь прирост фондового рынка на этой московской бирже за весь прошлый год. Это 15% в один день. Это крах. Но сейчас они это восстанавливают. Я имею в виду, что и санкции еще не были введены. И даже не сказали пока, какие санкции будут введены. А там уже крах идет от их собственной риторики. А если Россия будет отключена от финансовой мировой системы, то какая причем здесь Украина? Они слово забудут, это Украина. Так что им есть о чем думать и чего волноваться. Юрий, вы о Китае уже упомянули. Ну, давайте предположим, что такой худший сценарий, что вот он решился все-таки и отключили его от доллара. Ну, нет доллара, все, забудьте, вы живете вне доллара. Может гипотетически, из каких-то соображений, далеко идущих, там, недалеко идущих, любых, Китай сказать: мы берем вас к себе, дети, будем в юанях или в рублях там на границе, на мосту меняться, значит, в обменниках рубли на юани, и таким образом спасти эту сырьевую сверхдержаву, типа, да, вот таким вот образом, заменив собой, Китай заменив собой долларовый вот этот такой противный русскому человеку мир, как мы всю жизнь знаем, потому что доллар, он должен рассыпаться, это пузырь, это все дрянь, это, ну, мы с Задорнова еще все это знаем, американцы идиоты, и у них все рассыпется. И, наконец-то, то есть избавление от доллара, по идее, должно восприниматься в России как счастье, потому что, ну, наконец-то, прекратим пересчитывать в доллар. Помните, там тогда еще давно говорили, ну, Путин говорил, что если рубль обесценивается, так это, наоборот, хорошо. Вот. Ну, в принципе же, да. Вот. Как вы думаете насчет Китая? Вот может он протянуть руку помощи изгою такому? Это мечта кремлевских. И это их сейчас главный стратегический вопрос. Ответ на него они не знают. То есть эти дебилы заварили вот эту всю кашу с этими санкциями, зная, что главный во всем этом Китай, и без Китая они ничего не смогут сделать, но они не догадались предварительно провентилировать, пока Китай к этому отнесется. Вот они заварили это все. Сейчас Путин поедет, чтобы получить у Си Цзиньпина ответ на тот вопрос, который вы задали. А согласится ли Китай взять на себя ответственность и фактически взять на содержание Россию и компенсировать ей те потери финансовые, экономические, которые она понесет, когда будут против нее введены вот эти адские санкции. Но я очень боюсь, не боюсь, я уверен, насколько можно быть уверенным в этом нашем многообразном мире, что ответ будет отрицательным. Почему? Потому что у Китая очень сложная экономическая ситуация, весьма. Они отрапортовали буквально 4 дня назад, 17 числа, вышли данные по росту ВВП Китая за прошлый год. Они отрапортовали рост 8%. Казалось бы, неплохо. Неплохо, да. Но это было в начале года. А последние 5 месяцев это было значительно ниже. То есть рост идет вниз. И перспективы еще хуже, очень настораживающие. То есть у них и ковид, у них и цепочки все порваны, у них фактически кризис в строительной, девелоперской отрасли, в электронике. Короче говоря, проблем масса в экономике, а осенью у них предстоит эпохальный съезд Коммунистической партии, на который Си Цзиньпина должны переизбрать очередной раз. То есть сложилась уникальная ситуация, когда китайцы, вот более-менее они держатся сейчас на чуть ли не нулевой отметке, только благодаря американскому рынку. Потому что у них была стратегическая цель поднять покупательную способность собственного населения и таким образом работать на внутренний рынок. Эта стратегическая задача провалилась. Сейчас у них экономика держится на плаву благодаря американскому рынку. И последнее, что надо Китаю сейчас, это дестабилизировать американский рынок, европейский рынок ради понтов какого-то человека из Кремля, который уже фактически сам своими руками намертво привязал себя к Китаю как сырьевой придаток через вот эту силу Сибири и так далее, куда они газ гонят фактически по себестоимости.
Он там 4 раза дешевле, чем тот же газ, который они продают в Европу. Поэтому играться в эти игрища, я практически уверен, Китай не стоит, не станет. И последний раз он показал это. Вот когда Россия ввела войска, так называемого ДКБ, фактически это были войска России, в Казахстан. Я тогда там кремлевские ликовали, вот сейчас русский мир, мы все в Украине пытались его замутить, а теперь он у нас в Китае, в Казахстане будет, русский язык там кругом будет и так далее, государственным. Я сказал, что эти ребята оттуда уберутся и очень быстро. И они убрались очень быстро по указанию из Китая. Так что, как говорил в одном из героев одного из известных фильмов, не прокатит. У Путина с Китаем не прокатит. То есть Путин пытался разыграть китайскую карту против Соединенных Штатов Америки. Но на самом деле путинскую карту, российскую карту разыгрывает Китай в отношении США. Китайские официальные лица, они фактически открытым текстом говорят, что американцам: ребята, вы вот на нас давите, вы заставляете нас сесть в одну лодку с Россией. Типа мы не хотим там быть, нам там нечего делать с этими. Они никуда от нас не денутся, как сырьевой придаток, а больше что толку от них взять. То есть фактически китайцы делают реверанс в сторону Вашингтона, не надо на нас сильно давить, и тогда мы вообще забудем о существовании того кремлевского гопника. Вот и все. Угу. Такая вот ситуация. Смотрите, я хотел бы про другие санкции поговорить, не такие масштабные, но уже реальные. Это санкции, очередная порция санкций Государственного департамента Соединенных Штатов против очередной группы пророссийских политиков, народных депутатов, там бывших всяких сотрудников Януковича и так далее. Несколько человек, среди которых есть действующие депутаты от его партии и так далее. И были раньше такие же вещи, мы помним, против кого были санкции, и против Коломойского, и против еще там, даже называть их не хочу, этих людей, они как бы уже вне игры. Но не Коломойский вне игры, да? И эти тоже в Раде сидят, эти люди, которых Америка прямым текстом называет, вот просто они работают на ФСБ, это написано в официальном релизе. Они работают на ФСБ против интересов Украины и Америки. Но понятно, что если бы он находился в Америке, эти люди, они бы уже сидели, давно показания давали и рассказывали бы все как на духу вместо пожизненного. Значит, но находясь почему-то, и никто на этот вопрос ответ до конца не знает, почему-то находясь в Украине, ни Коломойский, ни эти люди не подвергаются санкциям. Да? И вообще у меня есть такая версия, она вообще ниоткуда, она просто из логики. Я ничего не знаю, ни Коломойский лично, не его дел каких-то, да, что судя по тому, что ему спокойнее всего сейчас в Украине, вот кого-то дергают, кто-то с кем-то там воюет, кто-то там какие-то медийные войны, там еще что-то, Порошенко вот делает и так далее, а Коломойский сидит тише всех, а он человек очень активный, да, насколько это известно. Но он ведет себя тихо, и с ним ничего не происходит. Что вообще многие вещи, которые происходят у нас в стране, они из-за того, что ему надо иметь свою такую коломойскую Венесуэлу, откуда его просто не достанут. Да? Вот и сидеть там как паук, потому что это его последний убежище. Потому что во всех остальных местах, включая Израиль, Швейцарию, откуда он уехал, это тюрьма. Вот почему санкции не вводятся Америкой, не вводятся Украиной, и насколько возможна такая версия, что интересантом многих неприятностей Украины внутренних является именно самый такой притихший олигарх? Ну, в том, что он один из главных, так сказать, теневых игроков в Украине, я не имею никаких сомнений. В Соединенных Штатах сейчас расследуется крупнейшее в истории дело об отмывании денег. Там речь идет примерно о 740-750 миллионах долларов. Такого не было в истории. И главные фигуранты в этом деле – это Коломойский и Боголюбов. Это дело уже из гражданского, как оно началось, плавно переходит в уголовное. В Соединенных Штатах прекрасно знают о связях Коломойского с нынешней властью. Но я не думаю, что там прикрывают. То есть прикрыть в Соединенных Штатах преступление такого масштаба невозможно. Расследование имеет свою логику и идет объективно.
Как это подойдет к той черте, когда однозначно будет уголовное дело лично, то есть из отмывания денег группой лиц, когда будет отмывание денег лично Коломойским, а это так фактически там и есть, тогда станет вопрос о его экстрадиции. Ну и тогда я не знаю, что будет происходить в Украине, если это будет в ближайшие 2 года. Американцы запросят экстрадицию. Я боюсь, что будет своего рода кризис. Но я наблюдаю действительно так из-за океана, что происходит в Украине. То есть такое впечатление, что борются 2 клана. Ахметовский клан, Коломойского клана. И что интересно, вот у меня на канале, допустим, у меня миллионы зрителей каждую неделю, и половина, 40% где-то из них из Украины, представители самых разных взглядов. И когда пишут какие-то критические замечания в мой адрес, пишут иногда: вы под Ахметовым работаете. Никто ни разу мне не написал, что я работаю под Коломойским, понимаете? Что наводит меня на мысль, что это просто платные тролли, которые работают именно на Коломойского. Именно на Коломойского. Да, я считаю его одним из самых влиятельный, гораздо более влиятельный, чем Ахметов, потому что Ахметов, он как-то так, он богатый, он контролирует значительную часть экономики, но он не при власти. А олигарх – это тот, который миллиарды имеет и при власти. Ну вот, я считаю, что это вот один, он, пожалуй, Коломойский. И я наблюдал за его метаморфозами. Дело было в ноябре 2019 года. Вот как раз когда американцы сначала предварительно расследовали это дело, а потом бац, и они заводят дело уже уголовное об этом отмывании денег. А до этого Коломойский – это человек, который боролся в 2014 году против российской агрессии, да? На свои деньги он финансировал Добробата и так далее. Так вот, как только вот из гражданского дела перешло это в уголовное расследование Соединенных Штатов Америки, на следующий же день господин Коломойский меняет свою ориентацию и заявляет, что нефиг нам с американцами возиться, надо с Россией, Россия нам даст 20 миллиардов, помните, да, или нет, он 100, по-моему, говорил. Да. Надо с Россией, Россия 100, он стал все, он стал с Россией. Ну и потом я помню еще одну историю, когда это тоже было в конце 2019 года, когда под крышей Рады, Верховной Рады, работала группа ФСБ, агентура ФСБ, которая, значит, проводила активное мероприятие российских спецслужб через украинский парламент. А речь шла о том, что, значит, уголовное дело против Байдена, они вот там шили по поводу Бурисмы там и так далее. Потом они все попали под санкции, были названы агентурой, значит, ФСБ. Но один из них, это Дубинский, по-моему, фамилия, да? Да, есть такой, да. Я, правда, о нем никто уже давно не слышал, потому что я, как говорил, что с ним даже селфи никто больше не сделает. Все, нет человека, нет, просто нет его. Ну вот. Это же прямо, то есть, они же открыты. Я как раз приехал туда, в Украину, в Киев, и посмотрел 3 дня по вечерам телевизор. То есть, для меня это дико было, и как раз вот разворачивалась вот эта картина. То есть российская агентура в Верховной Раде проводит вот это активное мероприятие российских спецслужб, то есть украинскими руками россияне топят соперника Трампа на следующих президентских выборах. И все это совершенно открыто, понимаете? И где там СБУ, где украинская контрразведка? Ее нет. Удивительно просто, удивительно. Вот как раз по поводу Трампа хотел спросить. Я понимаю, что предположительного там, как это, сослагательного, русский начал забывать, наклонения не существует и так далее. Но я всегда видел эту истерию русскоязычных трамполюбов, включая и типа
проукраинских трамполюбов, трампофилов, да, у них чем ближе к выборам, и особенно после выборов, когда вот перед штурмом Капитолия, у них все меньше было логики, все больше истерики. Я наблюдал много каминг-аутов, когда русские либеральные аналитики вдруг начинали чуть не лично идти на штурм Капитолия, что, ну, просто вот каминг-аут. То есть такое ощущение, что просто щелчок, команда, фас, и вот хочешь, не хочешь, ну, беги. Вот беги, тебе сказали, иди и беги, да? Вот. И до сих пор еще в украинском медиа, наверное, вы это замечаете, появляются вот эти агитаторы за Трампа, и до сих пор они ходят тут, значит, бродят и вот эту свою ересь несут. Но мы видели последнюю речь Байдена, да, но, по-моему, он предельно такой, он ироничен, он уверен в себе, он говорит вещи, ну, абсолютно, обвиняли же его в том, что он там типа ласковый с Путиным, там вот это все, да, уже ни про какие ласки речи не идет. А вот давайте представим себе, вот если бы Трамп получил второй срок, вот то же самое, что происходит, и Трамп. Вот вы можете представить, ну, какая бы была реакция США, какая была бы коалиция западная, какая была поддержка Украины? Можете вот обрисовать ваше представление об этом? Могу, да. Ну, во-первых, это конец НАТО. Трамп, Соединенные Штаты при Трампе на втором сроке однозначно выходят из НАТО. НАТО нет. То есть Европа брошена 1 на 1 с Россией. Дальше Трамп однозначно говорит украинскому президенту, что у тебя, старик, нет никаких шансов, ты должен договариваться с Путиным. Иди и договаривайся. И все. США уже не союзник, НАТО уже нет. Украина против России идет договариваться. На каких условиях тогда бы президент Украины договаривался с президентом Российской Федерации? Естественно, на условиях Российской Федерации. У них уже есть формула для этого, формула Штайнмайера. И на основании этой формулы проводится все то, что там предусмотрено. И вот эта раковая опухоль в форме ОРДЛО внедряется затем в тело Украины, и все, и не надо никакая война. То есть Украина становится полностью подчиненной территорией России. Вот я вижу это так, что было бы. То есть первый срок Трампа, почему он не до конца, он и так достаточно все-таки откровенно выполнял волю Путина. Но его загнали в угол обвинениями в том, что он агент Путина. И для того, чтобы доказать, что он не агент, ему приходилось делать какие-то, значит, предпринимать меры, чтобы, значит, это отрицать. И многие вот до сих пор говорят, ну как же, вот при Трампе столько санкций было там против Путина, против России. Да Трамп никаких санкций не объявлял. Принимали соответствующие законопроекты в Конгрессе, Палата представителей, которая контролировалась демократами. А? Иногда Сенат, контролируемый республиканцами, утверждал это, получался закон о санкциях, но администрация Байдена спускала все на тормоза и все делала по минимуму. И Конгресс молчал. Вот такая была игра. Конгресс типа принимает законопроект о санкциях против Путина. Трамп это спускает на тормоза, и Конгресс молчит. Вот, собственно, такая игра была. Но если бы он пришел на второй срок, то есть все обвинения он бы отмыл в ходе предвыборной кампании, с него бы сняли всякие обвинения на втором сроке, и тогда он бы работал 100% открыто как агент Кремля. Однозначно. То есть это было бы, для Украины это было бы просто страшная картина. Просто страшная. Да и для Америки тоже самое страшное, потому что человек вот такой. Это, в Соединенных Штатах есть две профессии, которые считаются вот там, где работают прохиндеи. Это вот продажа автомобилей, а вторая это вот эти девелоперы. И так далее. Вот он как раз из девелоперов вышел. И если посмотреть, с кем он дружил, с кем он работал, там же на его окружении народ клейма негде было ставить. Или там из Брайтон-Бич какая-то шпана
со связями с так называемой русской мафией. Потом появилась из России агентура ФСБ, КГБ, опять-таки мафия. То есть он крутился в этом. Это какой-то странный рок был, что он стал вообще президентом Соединенных Штатов Америки. То есть он и Америку бы добил. Америку бы добил, но Украину бы точно. Но это такая эпоха популистов. Я надеюсь, что она сходит на нет уже и в мире. Но это была действительно болезнь, наверное, от сытости, от того, что войн давно не было, от какого-то такой расслабухи интеллектуальной. И элиты стали пополняться людьми, ну, такими, которые там не воевали, не были ни в спецслужбах. Такие с белыми ручками, такие гарвардские мальчики. А вот потом появились вот эти девелоперы, как вы говорите, да. Совершенно прохиндеи. Да. Как вы думаете, звонок есть у нас, да? Звонок в студию у нас, мы сразу включаем, когда люди звонят. Добрый. Здравствуйте, вы в прямом эфире, формулируйте свой вопрос собеседнику и говорите обязательно, кто вы и откуда. Добрий вечір, мене звати Андрій, я з Італії телефоную. Хотів би задати два питання. Перше, чи може Юрій Швець спілкуватись на українській мові? Я, наприклад, не чув. На російській мові якось так не дуже. Бо Айдер, я ж знаю, що ви зараз якраз намагаєтесь вчити українську мову, і це прекрасно. Я розумію українську мову, але я не розмовляю дуже давно. Але це погано, що не розмовляєте. Це перше. І друге, чи може, наприклад, от на вашу думку, чому зараз Зеленський не об'єднається з Порошенком? Тому що, такий складний час для України, напевно, він мав би об'єднатися. Все-таки Порошенко, так, я не якийсь, не є порохобот, там, і не знаю, як я зараз висловлюватися про це, але все-таки Порошенко не є останньою людиною в Україні, і він багато чого зробив для нас. І не хочеться перечисляти, звісно, в нього багато мінусів там і так далі, але я рахую, що зараз в цей час не треба було там устраювати всю показуху з судом, а об'єднатися, напевно, і протистояти Росії. Таке питання. Дякую. Дякую вам. Да, Андрей, извините, жизнь так сложилась. Вот как я закончил среднюю школу в Украине, с тех пор и не довелось говорить на украинском языке. То есть я все прекрасно понимаю и говорю, но слова, надо вспоминать слова. Отвечая на ваш вопрос, я с вами абсолютно согласен. Сейчас страна находится на грани войны. Враг у ворот. И в нормальных государствах в такую минуту забываются все внутренние распри и дрязги. Страна вся объединяется. Это делается нормальные люди так всегда делают. То, что происходит, да, я вам так скажу, что я много знаю о украинской элите, потому что вот с 97-го года главное, чем я зарабатываю на жизнь, это так называемый business security, то есть вопросы расследования безопасности бизнеса, due diligence. То есть на Украине я провел много десятков, а то и сотни расследований, которые касаются прежде всего бизнеса и политической элиты Украины. Я про них знаю много. И вот у меня такое впечатление сложилось, что каждый последующий президент Украины был хуже предыдущего. Это боль страны, просто боль. В результате вот руководства этой политической элиты за последние 30 лет Украина из самой развитой республики Советского Союза, когда развалился Советский Союз, Украина немножко не доходила до Франции. И считались, вот еще чуть-чуть, и мы будем жить как во Франции. А сейчас это одна из беднейших стран Европы. При всем интеллектуальном и другом потенциале, который имеет страна. Это преступление, то, что сделала элита. То есть мне, что в этом смысле, что Порошенко, что Зеленский, что Янукович, что предыдущий, Ющенко, это одно и то же. Но в связи с той угрозой, которая сейчас нависла над страной, я считаю, что то, что вот сейчас делают там с Порошенко, это не просто глупость, это преступление. Потому что как раз это то, что нужно Путину. Мы начали с этого интервью. Это раскачивание страны изнутри. То есть танки лязгают гусеницами на северных границах Украины. В это время страна
А тоже вы же прекрасно знаете, у меня тоже на канале одни так называемые порохоботы, другие так называемые зелеботы. Страна расколота. Ну и зачем Банковой подливать огонь в это все, вместо того, чтобы объединять народ? Я не понимаю. В Соединенных Штатах это не понимают. Тут где-то неделю назад Андрей Ермак выступал по видео перед Атлантическим советом Соединенных Штатов. Я смотрел это. Значит, он беседовал с бывшим послом Соединенных Штатов в Украине Джоном Хёрстом. Прекрасный человек, замечательный дипломат. Мне нравятся все его взгляды, политические позиции, анализ и так далее. И вот господин Ермак, он фактически не ответил ни на один вопрос, который ему задавали там, по поводу того, что собирается делать Украина, как она готовится к агрессии и так далее. Он ответил содержательно только на два вопроса, он так зажегся прямо. И первый вопрос был, ну зачем вы вот это затеяли сейчас против Порошенко? На что господин Ермак ответил, ну в Украине же есть закон, есть независимая судебная система, мы не можем вмешиваться. Ну, это он говорил Джона Хёрста. Ладно, он как сказал, как марсианин, который не знает, что на самом деле. Это просто... В общем, вы меня поняли, наверное. Это, я считаю, что это преступление. Просто то, что делается сейчас, накануне вот таких событий. У нас, Юрий, еще один звонок в студию. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представляйтесь, пожалуйста, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос Юрию Швецу. Мене звати Юрій, теж тезко пана Юрія Швеця і так само Юрія Табаха. Запитання таке, чи знає пан Юрій Швець особисто Юрія Табаха, так як вони обоє з Сполучених Штатів, і що він про нього може сказати? Чи він є насправді, пан Табах, другом України? Ну, зрозуміло запитання. Дякую вам. Хто такий пан Табах? Это колонна трампистов, пятая колонна Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки. Человек, насколько я понимаю, это образование аптекарь, представляется военно-морским офицером, но на самом деле, если посмотреть, там, где он служил, это паркетный так называемый офицер, знает одну песню. Трамп хороший, Байден плохой. И вот он эту песню поет. Уже нету давно Трампа, все уже закончилось, а он все поет вот эту песню. Я считаю, что два есть вот таких гастарбайтера Америки в Украине. Это первое, это Андрей Илларионов. А второй, это вот его подручный, это Табах. Это люди вредные, которые, вот особенно Ларионов, он выполняет фактически работу, которая направлена на деморализацию Украины. Главный их месседж в чем заключается, что Байден слил Украину Путину. Окей, давайте представим, что это случилось. Значит, Байден слил Украину. Но Байден — это Соединенные Штаты Америки. Нравится или не нравится. Значит, что делать Украине в этой ситуации? Договариваться с Путиным. Все, приплыли. На каких условиях? На условиях Путина. Это как раз то, что нужно Путину. Вот они оба и льют вот эту песенку. Одну и ту же. Долгое время. Ну и просто странно, вот тут уже американцы говорят, что, я не знаю, говорят они в прямом диалоге с представителем украинской власти, но они говорят о том, что россияне проводят свои активные мероприятия. Активные мероприятия — это профессиональное название дезинформации. Внутри Украины, направленные на раскол. Вот эти два человека как раз и выполняют эти функции, не слезая, не вылезая с некоторых каналов украинского телевидения. И я не понимаю, то ли это мазохизм со стороны украинцев, которые вот эту всю фигню, извините за выражение, слушают, то ли, ну, в общем, какая-то это для меня странность, мазохизм какой-то. Юрий, скажите, а вы же украинец этнический, да? Да, я вот до 5-го поколения назад смог проследить
дальше не смог. То есть все были исключительно украинцы, все. Мой отец, по его линии, все из Запорожской области, ну, как раз Сечь, там, вот оттуда все. Мама, она с Кировоградской области, так что все. Не было ни одного иностранца, за исключением украинцев. Но я еще не прощаюсь, это не за конец программы, но я, пользуясь случаем, скажу, что когда вы соберетесь в Украину, я вас жду, конечно, лично хочу познакомиться. Спасибо, воспользуюсь. Просто видно, как вы переживаете за Украину, и абсолютно вы ни на какой стороне, это тоже очень заметно. Но вот, поэтому кто вам говорит, там, что там, на Ахметова работает на кого-то, это очень смешно, но я думаю, что это пишут тролли, опять же. Вот. Да, но вы знаете, у меня же все родственники, вот если у меня есть родственники, они все живут в Украине, я в контакте с ними, это простые люди, они не коррумпированные чиновники и не вороватые бизнесмены. И они мне четко рассказывают, как они там живут. И с каждым годом эти рассказы становятся все грустнее и грустнее. Поэтому я чувствую пульс в стране. Вам рассказывали про, или вы видели, может быть, выступление Владимира Зеленского, где-то 7-минутное, вчерашнее, которое он разместил у себя в Facebook под таким заголовком «Без паники, з вірою в Україну та мир». Мир в смысле мир, а не войну. Не, я не А в чому, власне, новина? Хіба це не є реальність вже 8 років? Я не хочу сейчас повторять, это слишком долго. Вы не видели, да, Юрий? Нет, я не смотрел. Но смысл я передам очень коротко, просто я надеюсь, что это не будет выглядеть, что это там пересказываю некорректно, но смысл в том, что главный объект сейчас нападения России – это наша психика, ну, то есть они сеют панику, они проводят, как вот вы бы сказали, активные мероприятия, вот они сеют панику, это одна из их целей, не паникуйте, будем сажать картошку, отметим День Победы, сказал президент Украины, будут шашлыки на День Победы. Он перечислил, что будет вот как мирная жизнь, что она не прервется. И он сказал, что он в этом практически или даже полностью уверен. И далее Дмитро Кулеба, министр иностранных дел Украины, тоже написал. Но я, раз вы тем более українською все понимаете, я по-українськи процитирую. Роки російської агресії навчили. Ескалація завжди йде в комплекті з інформаційним нагнітанням. Мета – зробити нас слабшими зсередини. Не ведіться на інфострашилки. Військо, дипломатія надійно захищають Україну. Українці перемагають з гарячим серцем, але холодною головою. Вот. Но все-таки это обращение Владимира Зеленского получило огромную дозу критики здесь. Ну, тут все поляризовано, вы же сам видите все, да? Что вот на фоне Байдена, на фоне Псаки, который говорит, зараз мы находимся в стані, коли Росія може будь-якої мети почати атаку в Україні, так? И других заявлений, это сильнейший был диссонанс, и Зеленский давно не выступал, и вот такой диссонанс, что типа успокойтесь, нет никакой паники, типа все будет нормально. Правильно ли сделал Зеленский, сделав именно такое обращение, что не паникуйте? Правда, вот я в своем кругу ни у кого паники не заметил, если честно. Вот, ну, в моем кругу ее нет. Но у всех свой круг, у меня своя там бульбашка, как у нас скажут, да? Вот правильно или неправильно он сделал такое успокоительное заявление? И согласны ли вы с ним по сути, по содержанию или по форме? Понимаете, тут я считаю, что с обеих сторон есть где-то переборы. С американской стороны, я вот лично считаю, что Путин не вторгнется, что войны, то есть полномасштабной агрессии России в Украину не будет. Ну, по разным причинам. Тут долго, это отдельная даже тема для разговора. Но когда на ваших границах находится 120, уже 127, говорят, тысяч войск страны-агрессора, то нужно вот в разведке, в военном деле принято планировать, принимать решения по худшему варианту. Угу. Нужно защитить себя на случай, имея в виду, что будет агрессия. Я вот считаю, что она не будет, но это, так сказать, средний вариант, наиболее вероятный. Но когда стоит вот такое количество войск, надо планировать по худшему варианту. Что делают американцы и натовцы? Они делают правильно. Что касается украинской власти. Я был в ноябре месяце
на одном из украинских каналов. Это был... Савик Шустер. И тогда впервые Вашингтон-Пост опубликовала, что Россия готовит агрессию против, войска концентрируются. И в зале, в студии сидели министр, вновь назначенный обороны Украины, Резников, начальник генерального штаба. Так вот, я им там рассказывал, что Россия готовит, концентрирует войска, и вот американцы опасаются агрессии. Мне министр обороны отвечает, что Вашингтон-Пост, который написала, это газета для домохозяек, а начальник генерального штаба... Вашингтон-Пост? Вашингтон-Пост для домохозяек? Ну, вот это газеты американские разбудили домохозяек. Начальник генерального штаба говорит, у нас все под контролем, мы чуть ничего не видим. То есть я их убеждал из океана, что вам угрожает угроза. Над вами угроза собирается. Потом через неделю министр обороны Украины поехал в Вашингтон и оттуда закричал, что угроза, все, агрессия идет. То есть я был в шоке. То есть Украина потенциальная жертва. Возможное, если по худшему варианту дело пойдет. И если уже американцы так, я могу сказать почему, если будет вопрос, почему американцы так волнуются сейчас за Украину. А что касается Украины, то и сам Бог велел. Сейчас готовиться к наихудшему варианту. При этом я согласен, что не надо паники, но между готовиться к самому худшему и паника – это разные вещи. Вот только что 5 минут назад я говорил о том, что на украинских массовых телеканалах практически гастарбайтеры из Америки проводят деморализацию Украины. Чуть ли не регулярно, чуть ли не через день. То есть вот тут-то деморализация идет. Но от президента я бы услышал, что какую-то трезвую оценку и думаю, что, ребята, надо мобилизоваться. Пикники – это все хорошо, шашлыки тоже неплохо, и День Победы хорошо бы все это отметить, но надо приготовиться. А готовиться есть к чему, потому что вот моя личная оценка. Если враг вторгнется через, так сказать, сухопутном варианте, то он, скорее всего, понесет неприемлемые для себя потери. Неприемлемым для путинского режима, учитывая всю непопулярность Путина и экономическое состояние страны, я считаю несколько тысяч грузом 200 регулярных солдат регулярной армии в Россию, и путинский режим может иметь большие неприятности внутри страны. Но у Украины есть слабое звено. Одно, но очень важное слабое звено – это воздух. И худший вариант – это то, что Россия может наносить удар со своей территории ракетами или же самолетами, даже не входя в территорию, а потом разрушив все эти коммуникационные центры управления или точки возможные, потом уже, так сказать, въезжать на джипах под музыку, не встречая никакого сопротивления. Я надеюсь, что этого тоже не произойдет, потому что это будет полноценная агрессия, и тогда Россия будет просто убита экономически. Но это будет потом. То есть тоже надеяться, что Путин не сошел с ума и не совершит безумие, за которое его потом накажут, и его страну тоже накажут, но Украине от этого, может, не будет легче. Вот такая ситуация. То есть надо, я думаю, соблюдать какую-то разумную середину. Не расслабляться, но и не нагнетать панику. Юрий, еще до сих пор много вопросов вызывает позиция Германии, да? Ну, как бы, с одной стороны, это крупнейшая европейская страна, с другой стороны, это самая, ну, я могу себе позволить, я не дипломат, самая трусливая европейская страна из крупных, да? Вот, над которой предпочитают не летать британцы на всякий случай, и как бы облетать ее с оружием, значит, и которая до сих пор, несмотря на смену правительства, все еще
еще изображает себя пацифистов. Но вот как вы, вот, в принципе же Байдену удалось собрать коалицию. Согласитесь, вы согласны с этим? В принципе, собрать коалицию удалось против России. Да. Но в этой коалиции есть все-таки это звено Германии и несколько стран, похожих на нее ментально, там Италия, ну, мы знаем их все эти страны, в принципе, приблизительно, да, которые, конечно, за Америку, за НАТО, но на позициях такого более понимания фюрера, да, вот. Как вы думаете, все-таки изменится позиция Германии? Почему? Потому что вот такой простой вопрос. Германия является, по сути, ну, учитывая товарооборот, главным спонсором России, главным покупателем того, из чего куется военная мощь России. То есть вот они покупают сырье, финансируют, русская армия вся профинансирована, обута, одета, вооружена Германией. Давайте честно говорить. Вот, ну, на процентов на 80, да? Это не немецкая армия, то есть она вооружена немцами, да? Вот. И в то же время не давать совсем никакой военной помощи Украине, полностью вооружая и давая деньги на агрессию России, как-то совсем уже неприлично становится. Как вы думаете, удастся ли Америке более как бы цельно встроить Германию в коалицию антироссийскую или нет? Да, вообще я должен сказать, что немцы, они по своей природе после Второй мировой войны стали торгашами. И с американцами не воевали. Вот американцы в свое время, лет 20 назад, приняли закон, который запрещал коррумпировать компаниям американским, коррумпировать за границей официальные лица других стран. Американцы перестали давать взятки. И вот в тех регионах, где американцы перед этим имели полное преимущество, американский бизнес рухнул, зато зацвел немецкий бизнес, который мог давать эти взятки. Вот таким образом немцы вытеснили американцев с Ближнего Востока. В общем, что там только не было, пока американцы не заставили немцев принять аналогичный закон. Что касается вот сейчас ситуации, слава богу, что наконец-то фрау Меркель ушла. Вот то, что сейчас говорит Анна-Лена Бербок, мне очень нравится. Я очень надеялся, что эта коалиция победит, и что я, конечно, больше бы хотел, чтобы зеленые вообще в большинстве там были. Но даже роль министра иностранных дел и министра энергетики, то есть экономики, они еще за окружающую среду там отвечают. То есть последнее заявление Бербок, когда она приезжала в Москву и давала пресс-конференцию, стоя рядом с Лавровым, на вопрос что будет с Северным потоком-2 в случае российской агрессии, она ответила совершенно четко. Если Россия использует газ как оружие, а в случае агрессии это так и будет, то Северный поток-2 не будет существовать. Однозначно. Ну вот, то есть вот как я сейчас это вижу, и последний визит Блинкена перед встречей с Лавровым именно в Берлин, в Германию, я думаю, что Германия поняла всю ответственность ситуации и стала, так сказать, в строй. А ситуация действительно очень, она стратегическая. Это не просто, скажем так, возможная агрессия России против Украины. Это не просто Америка за Украину. Речь идет вообще о мироздании. Потому что если случится невозможное, я надеюсь, Россия оккупирует Украину, то Китай оккупирует однозначно Тайвань. Ну, весь мир рухнет просто. Весь мир рухнет. Абсолютно. Да. Абсолютно. То есть две страны, диктаторские режимы, они захватывают руководство мира. Рушится все, понимаете? Поэтому для Америки это не просто Украина, это вся стратегия Соединенных Штатов. То есть они сейчас за Украину спрашивают, почему Америка так возлюбила Украину. Но я скажу так, Украина достойна, я имею в виду люди и страна, не государство, люди и страна достойны, чтобы ее любили. Но по большому счету Америка должна бороться за себя. Потому что если она профукает Украину, все.
Юрий, извините, но мне говорят, что нас сейчас просто вот отключат, потому что там так устроен этот эфир, за что не люблю классическое телевидение, в отличие от Ютуба, и призываю всех людей подписаться на канал Юрий Швец в Ютубе, и там каждый день и короткий, и долгий анализ Юрия, и человека, прогнозы которого, ну, на моей памяти, по крайней мере, все логичные, и ни один не оказался фейковым. Я надеюсь, что так будет и дальше, потому что все-таки Юрий Швец уверен, что, ну, скорее склоняется к мысли, что Путин не решится на большую войну. Ну, а там посмотрим. Спасибо огромное, Юрий, что были с нами. Спасибо вам, что смотрели АТР. До завтра.